открылась новая гостиница «Юлбарс» на берегу реки Белой, в красивейшем месте Республики Башкортостан, в 35 километрах от легендарной Каповой пещеры. Комфортабельные номера от стандарт до люкс-класса. Проведение свадеб и банкетов до 150 человек. Подробности по телефону 8 927 926 33 33. Следопыт и его друзья определили маршрут сплава по реке Белой от районного центра Бурзянского района Старосубханкулова до плотины Юмагузинского водохранилища. Легенды и предания, услышанные участниками экспедиции, удачная рыбалка, свежий воздух и вкусная еда – все эти прелести сплава ждут туристов, которые пойдут за командой следопыта. Вот смотрите, друзья, какая стремнина здесь. Вот перевернуться лодка. Ну запросто. То есть можно вот так вот запрятаться около скалы, вот этой высокой. Но здесь тоже опасно. Почему? Потому что сверху может камушек упасть. Просто запомните это место еще почему. Потому что, видите, вот группа скал. Называется Урал. Мамонты на водопое. По очертаниям скал, как бы они похожи очень на мамонтов, которые отпустили свои хоботы в воду. То есть как будто они пьют воду. Вон тут вон дальний, вот похож на мамонта, да, вот хобот опустил вниз. А сюда ближний, как носорог. Да. У него рог стоит. Видите, вот. То есть, во всяком случае, вот этот вот порог, вот этот скальник и те вот мамонты, вы запомните, вы никогда не ошибетесь. Вот у нас Грифон Таравал, выбивает целая река из-под скалы. Имейте в виду, что во время сплава много вот таких родников, много маленьких речушек, которые в том числе выбиваются из-под скалы. Чистейшая вода, пить можно в любое время года, да, Урал? В любое время года, то есть это речка не замерзает и зимой, и да. Только вот такие вот веревочки, вот тесемочки от трусов, друзья, не надо завязывать, потому что потом деревья гибнут, зря просто гибнут от этих наших вот повязочек. Не делайте этого, не оставляйте, тем более от трусов. Зачем это нужно делать? Давайте вместе будем беречь нашу природу. Ой, ой, хорошо. Оживаешь сразу, человеком становишься. Можно плыть дальше. Поехали. очень красивая скала. По своим очертаниям она похожа на сток сена. Поэтому она получила название Кабан-Таш. В окрестностях этой скалы жил один очень жадный бай. Население, которое жило с ним, его не любило, но тем не менее однажды он заставляет все население скосить все сено вокруг и сгрести один огромный сток. И за его жадность люди проклинают его, и этот сток превращается в камень. Ага, вот как интересно. Есть другая версия. Так. Недалеко отсюда находится деревня Акбулатова. В этой деревне жил когда-то старик по имени Биш. То есть он на самом деле практически исполнял роль судьи. Он справедливо разрешал все эти споры. После смерти этого старика Биша говорили: посмотрите на этот Кабан-Таш, она бела, так же, как и совесть Биша. Это интереснее легенды, слушай. Да. Это интереснее. Хотя они оба говорят о сути, да? Ну вот смотрите, друзья, Кабан-Таш. Будете проплывать, его ни с чем не перепутаешь. Действительно, сток сена окаменевший. Мы сейчас плывем в деревню Акбулатова. Там имеется пещера-сказка. Залезем? Конечно, залезем, посмотрим. Покажем нашим зрителям, а они сами решат, лазить или не лазить.
А почему называется сказка «Урал»? Потому что первыми ее исследовали свердловские спелеологи еще в 1973 году. За сказочную красоту ее назвали сказкой. Ну, пока я сказку-то не вижу, я только вижу, что это только мы начало. прошли метров 15 и вышли вот в первый грот, где можно встать в полный рост. Урал, а насколько исследована пещера? Сколько метров прошли? Пещера, на самом деле, она очень большая по протяженности. Исследованная часть это 2,8 километров. Вправо вот уходит ход, Нет, там. вот влево уходит Мы ход. идем слева. После того, как мы ушли из первого зала, начинается вот такой очень симпатичный меандр, в который вымыла, конечно же, вода. Вот представьте себе, что здесь текла река целая. Выходим из меандра и еще один зал, который тоже, смотрите, уходит вправо, прямо, там еще правее. Здесь влево уходит. О, здесь такое было распределение воды, да, Урал, в свое время? Да. Ага, симпатичный зал, очень даже. Сказка начинает проявляться, друзья. Так, теперь, чтобы наши туристы не заблудились, куда мы уходим? Опять влево. Опять влево. Друзья, запоминайте, во втором гроте, где мы стоим в полный рост, мы уходим влево. Пошли. Здесь тоже начинается меандр. Вот обозначено, к сожалению, тут нацарапали, стрелка обозначена. Вот, и тут люди даже не успели еще исцарапать вот эти вот кораллиты. Даже вон нить ариадны вон даже протянули, чтобы не заблудиться. Видите, друзья? Вот она вот началась, веревка, и она вон уходит туда, вглубь пещеры. Вон где Урал сидит, вот она. Вот мы по ней, в принципе, сейчас пока и движемся. Тут остались отпечатки трилобитов, древнейшие животные, и фораминифер, вот они. И вот это первые живые существа, которые вот жили в океанах. То есть мы, в принципе, ползем, получается, по дну того океана, да, где они жили, Да, конечно. эти существа. Самый сложный S-образный переход начинается сейчас. Но, тем не менее, пока еще можем. Тут что? Тут раскопки вели, что ли? Урал, смотри. Ну, наверное, что Ладно. копали. Кто копал? Интересно, просто ребята? Или ученые? Вот переста лежит. Опа! Не, Булат, ты зря обрадовался. Я сижу перед S-образным переходом. Булат, ты вряд ли сюда влезешь. По твоей комплекции. Ну, То есть не будем рисковать? ты мы хочешь не сказать? будем рисковать, да. Ладно, друзья, в общем, запоминайте. Тот, кто весит больше, чем 90 килограмм, можете дальше не лазить. Жалко, конечно, друзья, что истинную сказку мы вам в этот раз не показали, но тем не менее мы это право посмотреть и полюбоваться
сказочной пещеры оставляем вам самим. Пробуйте, дерзайте. Пошли обратно, Урал. Оп. Пошли. Урал, Да, готово. готово. Отлично. Запах дубовый. Нормально? Да, дубовые веники. Отличные веники. Да? Хорошо. Друзья, мы сейчас готовим с Уралом и показываем вам, запоминайте, как делать дикую баню, правильно? Да. Естественно,